В любом случае, я считаю, что правильно требования безопасности и вхождение «давай работать» — это правильно. Потому что если он войдет, начнет работать, допустим, он говорит, что он дает ему природные ресурсы, и вместе его будут разрабатывать, как это положено, рамочный договор подписываем, и это на условии, значит, обеспечения безопасности. Мгм. Так, а если этого нет, никто, ни один маломальски соображающий человек, даже с опасностью для себя, не станет позволять на своем огороде работать чужому человеку. Он должен гарантировать в случае чего, если со стороны нападут, что он будет помогать и гарантировать защиту, потому что они вместе это разрабатывают на его огороде. Здесь это просто. И никаких других здесь ходов не может. А что для, скажем, этого Трампа их это напрягает? Ведь они же хотят получить там вот это редкоземельные, вот это редкие земельные металлы, так назовем их, так? Мгм. А если они хотят получить, то почему это не сделать? Что они хотят их обмануть? Они же обманули их, и когда развалили Совет Союз, а их обманули, это Будапештский меморандум, они обманули и нас, скажем, Чеченскую республику, которую мы создавали совместно по международному праву, так? Они обманули и Грузию, оторвав от нее территорию, они обманули и Молдову. То есть, а где соблюдение этого международного права, которое вы говорите и которое вы декларируете, что вы есть? Поэтому здесь вот приходится вот так вот. Если хочешь, давай, не хочешь, тогда что может быть? Он даже и сейчас заявил, мы готовы взять, но нам нужны гарантии безопасности, что в случае нападения на нас, что мы будем защищены вами. Мы сами-то вместе будем биться, мы не будем лежать. У нас есть армия почти миллионная, у нас есть возможность противостоять, но вы в этот момент, если на нас нападут, если вы потом убежите, ничего нам не оказав никакой помощи, тогда это не пойдет. Вот что говорит Зеленский. Я считаю, это правильно. А насчет там этих агентур и это все, это правильно. Над этим надо работать. Это так не выживешь. Этот человек сегодня, он был наш, а потом его завербовали, потом он так заскучивает, и потом он не знает его под разными предлогами, под разными там идеями, мутят голову людям, они не знают, что делать, покупают их. Поэтому в этом вопросе, конечно, как ввести военное положение, которое, по-моему, нет в Украине, и все в случае любого там такого-то, все это в военное время расстрел. Вот эти вот какие-то вещи надо делать. Те, кто там убежали, сбежали, они тоже должны понимать, Украину надо спасать, и это Украину надо спасать не только украинцам, а всем этим народам, которые были на постсоветском пространстве. Всем. В том числе и Казахстану, и другим республикам среднеазиатским, и этим республикам закавказскими, которые есть по всей бывшему Советскому Союзу, которые были территории. Им всем надо спасать, потому что снова к ним на голову хочет сесть полностью, хочет сесть вот этот имперский, ну скажем, анклав, вот, хочет сесть и снова душить эти народы. Поэтому я вижу, что здесь должны быть какие-то, да, здесь есть, видимо, какие-то вопросы, которые надо решать в Украине, в смысле решением проблемы. Мы это тоже со своей стороны как-то чувствуем, когда мы видим, что люди наши, назовем их, которые работали и работают на Кремль, они вольготно находятся на территории Украины, с ними общаются, а нам, которые являемся представителями легитимной власти, нет прохода туда, опасно, говорят. Это уже видно, очевидно все. Наверное, они все же вот эти все дела, у них какая-то своя там политика противодействия этой империи. Но главное, они хотят использовать любые моменты и двигаться. Но ошибки такие совершать, это накладывает какой-то нехороший оттенок.